Искусство добра. Под таким названием в крымской столице прошла акция, организованная Всеукраинским благотворительным фондом «Садака». Крымчане приняли участие в различных мастер-классах. Тем самым поддержали малообеспеченные семьи с детьми, которых надо собрать в школу. Рисование на стекле и воде эбру, пошив кукол, изготовление декоративных свечек и многое другое. На выходных симферопольцы могли совместить приятное с полезным, заплатив за участие в мастер-классе. Риана проводит занятия по плетению браслетов из силиконовых резинок. Сама увлеклась этим занятием и с удовольствием обучает всех желающих. Разные техники есть, бывают. Некоторые очень сложные, плетутся очень долго, некоторые очень легкие, разные техники. Рисуешь схему, пишешь любую букву, если вы хотите. Если вы хотите, можете какой-то символ с именем, сердечки можем сделать вот такие бантики. Если браслетами украшают руку, то вот такими стеклами, поставив их в рамку, можно украсить интерьер дома. Для рисования используют тушь и гуашь. Это абсолютно несложное занятие, и этому не надо учиться у мастеров, говорит Наджия. Для начала мы берем стекло, обводим пером рисунок, который мы предварительно распечатываем. И далее мы его разукрашиваем в технике, участник сам выбирает, какими цветами рисовать, но в основном по-богатому смотрится, когда такие орнаменты разукрашиваются в технике витража. Здесь же и мастер-класс по пошиву мягких игрушек от дизайнера Тони Финангера под названием «Тильда». Чтобы поучаствовать в акции, Лейля Ашикова приехала из села Октябрьское. Меня очень заинтересовала вот такая кукла Тильдочка. Во-первых, хочу сказать, насколько я в силу своей занятости рукоделием не сильно занимаюсь. Но вот пока шьешь вот эту куклу, это такие положительные эмоции, и сама она, игрушка очень положительная. И самое главное, не требует столько каких-то специфических знаний. С ребенком можно прекрасно провести время. Поэтому я очень рада, что мы и оказываем помощь, еще и получаем вот такие позитивные игрушки. Участники мастер-классами остались довольны и хотели бы, чтобы такие благотворительные акции проводились как можно чаще. Проходила случайно, увидела очень много деток у вас на территории, очень интересные мастер-классы проводятся. Грустно, что мало освещается это в средствах массовой информации. Наши детки сейчас интересуются в основном айфонами, айподами, и прикладное искусство им чуждо. Поэтому, если бы было немножко больше информации о ваших благотворительных акциях, то вы бы смогли больше помочь нуждающимся деткам. Всего в акции участвовали 16 мастеров. Самое главное, что таким образом они помогают семьям, которые не могут позволить собрать своих детей и подготовить их в школу. В этот раз благотворительная организация «Садака» собрала 30 350 рублей. На эти деньги будут куплены школьные комплекты для детей из 50 малоимущих семей. В конце августа состоится еще одна акция под названием «Портфель добра». Эльмира Бугурчала, Асан Усманов, Заман, АТР. В Крыму на ближайшие 2 дня объявлено штормовое предупреждение. Как сообщает Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, во второй половине дня 18 августа и последующие сутки 19 августа в Крыму ожидаются сильные ливни, грозы, град, шквал 15-20 метров в секунду. В управлении МЧС России по Крыму сообщают, на полуострове сохраняется высокая пожароопасность. На этом пока все. Хорошего вечера и будьте с нами.